Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. В центре Грозного открылся новый высотный комплекс, который располагает максимальным уровнем комфорта для жизни. Открытие посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание в правительстве по поводу роста цен в Рамадан. Он поручил соответствующим органам проконтролировать этот вопрос. Прошел финал первого всероссийского конкурса чтецов Корана среди женщин. Его провели в Грозном. Инициатором выступила Хутмат Кадырова. В республике открыли две новые мечети – в Гудурмесе и в селе Зандак Нажиуртовского района. Всего же в регионе теперь 1506 мечетей. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Değerli açın ashabış değerli reis kilçanla yalsmat qabehkin şaş bollu şaha tu Allah dala değerli qiyş qillaqış tu Allah dal çago yaşma bağ şey wazalit şey silali çaduy mabu dünya çuh şeyh kirxil wolstaga qiymat dina şaqir wal mawat dünya çuh şeyh qira taqir şey lu ugliyalwash pargat lil khil wolstaga qiymat dina qir wal mawsha dal şan yalsmat qabehkin bollu şah değerli açın ashabışa. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Глава Чеченской республики побывал в Объединенных Арабских Эмиратах. Рамзан Хаджи Кадыров посетил ифтар, на который его пригласил президент Мухаммад бен Заид аль-Нахаян. Об этом чеченский лидер сообщил в своих соцсетях. Он подчеркнул крепкие братские связи между нашим регионом и Эмиратами, основанные на взаимном доверии и общих ценностях. Кадыров поблагодарил Мухаммада бен Заида аль-Нахаяна за приглашение и теплый прием. Новая партия автомобилей скорой помощи отправится в зону проведения СВО. Приобрел их министр здравоохранения Адам Алханов при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это 8 машин повышенной проходимости марки УАЗ и 1 «Газель». Также для нужд бойцов приобретены 15 дронов. По традиции глава региона Рамзан Хаджи Кадыров лично осмотрел спецтехнику. Подскоро оборудование в общем количестве бархиваешь, но скоро хочу одно дополнительных медикамент шумаю. Именно заявка еще умно, so spezifisch перевязочная шаги заявки чен. Так уж миллион шаги да, что фикс то тоже очередная партия очень фонду водим. Я сразу резко но мы уж был я Лешина да на шаги мы получу что один успехом было. Есть условия, что боба это воевается что на вода. Какие дополнительно прийти дрон тоже ну все дрон шу уже что развитывать на дождь Юшум шаги льет дальба бомба дахак машин. В Исаитовском районе Грозного продолжается строительство коттеджных таунхаусов. Посмотреть, как идут работы, пришел глава региона Рамзан Хаджи Кадыров в сопровождении официальных лиц республики. Всего планируется построить 231 таунхаус. Предназначены они для нуждающихся жителей Грозного. На данный момент строители на этапе внутренних отделочных работ и благоустройствия прилегающей территории. Профинансировал строительство региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По словам мэра Грозного, жилые комплексы будут готовы к празднику Идаль-Фитр. Это необходимые вещи, это обращаться до нервов, это айел поручение, это я надо мова, они делают на полный пич, что такое, что Ahokkayo kata çayge çuap mebeliyor. Soğuk. Nasıl opsiyonu kayıyor. Ayı poruçeni işte bu da böyle. Ha destek hiç değil. Dalmo mardoş dina şey çuap mardoş da bu. Ne ben öyle. Ne kabul.
проблемы. Коммуникация стояли, канализация, газ, светы, на своем стояли, нет авапил основания, кетчину, иттиадина полный дурду, мардош, дина, однахшая, чуахар, туда, ёк, объем ёр, ёк, сумма ёр, слушай, 1,5 миллиарда рублей, ёч, объектуром заматываешь, сал, дегмелер, чунтери, фонд кюгал, рейманы, несуни, хат, Аллах богдош, цнахан, духун духар. Далее глава региона проинспектировал строительство нового района имени президента страны Владимира Путина. Здесь работы также идут полным ходом. На зданиях первой линии начаты фасадные работы. Ведется прокладка инженерных сетей. На второй линии продолжается возведение многоквартирных домов. Каждый дом парковка дом парковка. Чулу это легче подвал, что лифт чудо. Что шайкли из винтеля, шайки уж современную парковку. И парковочный, ну ты идешь почти 150 миллионов штук. Парковка и двухэтажный ешь. Это сделать инвестор, был добавочку. В общем, второй, третий линия был дома штат. Что? Вижен учим цаават. Начало стройконтроль поле. Каждый дом контролирует поручение. Султа каждый дом на отдельно на больше технический контроль он есть. Цаде эренду, что не без сахара, Накануне в Грозном открылся новый жилой комплекс. На торжественную церемонию прибыл лично глава региона. Он назвал этот объект уникальным инвестиционным проектом. Здесь за короткие сроки были построены 3 высотных дома, каждый из которых имеет 31 этаж. Помимо жилых помещений есть также коммерческие. Обо всем более подробно смотрите далее в выпуске. Торжественную церемонию открытия 3 новых высоток в центре Грозного посетил глава региона. Строительство домов велось под его постоянным надзором. При любом удобном случае он проводил инспекцию по стройплощадке, проверяя качество выполняемых работ. Без поддержки руководителя республики не было бы возможности реализовать такие масштабные проекты, отмечает мэр столицы Хасмагомед Кадыров. За каждой такой масштабной инициативой стоит колоссальный труд, профессионализм и самоотдача сотен людей. Но главное – это всесторонняя поддержка главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Его дальновидное руководство, мудрая стратегия, искренняя забота о будущем региона вдохновляет нас бороться за самые амбициозные проекты, уверенно воплощать их в жизнь. Высотный комплекс включает в себя 3 здания. Каждый из них имеет 31 этаж. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания. В своей речи глава региона отмечает, что центр столицы за последнее время кардинально изменился. صندين حوش دويو بالنسبة لي ريس كذا ده حاجة صوتين كذا بيسنير كل حبوش بوشان كيجو شاكي بردوك على حلش الإزمينش هش ويتيسش شجو ياقي يشلش بيرو شاك ياقش كوك حليب نقوى إنزي ياقي ولنايات وياق يول ديالك وشاك دام الله ويغال مسائل الخزاهر يوم завод, шарю, фабрик, шарю, промышленность, сельское хозяйство. Сейчас эти высотные здания сравнимы с постройками в Дубае, отмечает глава региона. Он говорит, что Грозный должен быть красив, ухожен и развит для комфортной жизни. Необходимо бросить все силы для достижения этих целей. Максимально массара республикам ялгочу, аличу, цадикум дирчу ходинадос. Цадикум цадиш айшасын. Цадил тан двершдо дамаш. صديح دبي وانشان أصلا إيش دماش كنجنا عليه دايس قاعد تصدم ذي شريعة ذي وين إيش تبوش عليه نقصد هنز مستمتع حال بيوش دماش الحمد لله باخوين دال حسن تبارك الله. Рамзан Хаджи Кадыров выразил слова благодарности в адрес причастных к реализации подобных проектов. Особенно глава региона подчеркнул роль городоначальника. Он собрал вокруг себя команду профессионалов, которая трудится во благо республики и общества. تو شيخين ميرش برنماتي باندوش تو كمان دقيقة باندوش تو هور برنماتي شديشين أبيكتيم خلال باندوش شستان غالي شو لقو إزمن شو رزق شو بيرهود شو تعيش شو نيق شو
После перерезания красной ленты главе региона провели экскурсию по новым домам. В 3 высотках разместились 672 квартиры. Помимо них есть коммерческие помещения. Предусмотрена и подземная парковка. В завершении Рамзан Хаджи Кадыров еще раз поблагодарил всех причастных к реализации таких масштабных проектов. Ислам Ершов, Артур Хациев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном прошло построение личного состава 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны Российской Федерации. Это уже 5-й полк, сформированный в республике с начала СВО. Церемонию построения посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Бойцы и спецтехника уже наготове. Торжественную церемонию построения нового полка посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров вместе со своими соратниками. Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров. С начала специальной военной операции в регионе сформирован уже 5-й полк, столько же батальонов. Председатель правительства Чеченской Республики и руководитель оперативного штаба по содействию проведения специальной военной операции Магомед Даудов поздравил бойцов подразделения со вступлением в ряды защитников Отечества. Сегодня хочу поздравить командира Хусейна Межедова и личный состав 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» со вступлением в ряды защитников Отечества, бойцов специальной военной операции. Уверен, что 270-й полк «Ахмат-Кавказ» укрепит боевую славу и продолжит доблестные традиции чеченских подразделений, мужественно и смело отстаивающих интересы нашего Отечества. Ахмат — сила, Россия — мощь, Аллаху Акбар. Глава региона поприветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Также он отметил, что европейские страны и Запад за эти 3 года всеми способами старались уничтожить целостность России, но наша армия не позволила это сделать. Все европейские страны старались за эти 3 года активно уничтожить нашу целостность, но мы не позволили. Сондагар Шамбаркалдерия Салада, Шурадок Дадуэль, Тамусу Учумладуэль, Шудолч Дейчнан, Шижер Рожершан, Шудадуэль, Шунишбабуэль, Шумокшмер Лилдуэль, Суншу Гали. Шугвис салали авиамусу, шусан иштвоенная форма ях, дейт шокат чандун лахин шоуз айбашудусадан, вуле яласадан, моссометтеол, да арш долешу, да моссо вучонлар дол, да ратбуэл. Ахмат! Такбир! Россия! Путин! Новый полк создан на постоянной основе и будет выполнять поставленные задачи независимо от длительности специальной военной операции. Для него уже начали строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Командиром полка назначен боевой офицер Хусейн Межидов. Формирование этого подразделения в такие кратчайшие сроки стало возможно благодаря усилиям главы региона, отмечает Магомед Даудов. حلقة دعوة نوق أهل قدر أوجر كلن جارس خلو تردو أوجر تولج بس لادني ديانا سوري منت أيوشل زشيت أكيبيروك كاسك موسو ما ديانا كرعيل أوتومات رمزا ما أو أسيلين بولكيار شيء ديفيزيون ديوش ديانا جاوبيشني ديانا موسو حياني التكنيك جارز موسو ما ديانا أحبروشني ما يلا وأبريتيف نشتابو رمزان أحمديتش. На высоком уровне опоручения человека,
После официальной части глава региона пообщался с журналистами. Начало специальной военной операции уже 5 полков, 5 батальонов создано. Откуда столько добровольцев, желающих вступать в вот эти новые формирующиеся полки, батальоны? Есть ли еще потенциал и при необходимости вступить? У нас 1 560 000 населения дома. И они не хотят это сатанизм, эту нечисть. И они хотят там же их остановить. За месяц сформирован полностью. Желающих очень много. Нормально здравый мыслящий человек должен быть против этого сатанизма. Коллектив полка многонациональный, каждый боец готов к выполнению поставленных задач, отмечают военнослужащие. Усиленный полк предназначен, для ведения тактических боев, для участия в специальной военной операции. А дух ребят, вы сегодня видели, как они хлопают и держатся. У нас в ближайшее время будет тактическая подготовка на 3 месяца. Оттуда будем ждать указаний главы Чеченской Республики выдвинуться в любое направление, которое скажет глава Чеченской Республики. Я приехал с Астраханской области, в поселок Володарский, защищать родину, свое государство, свою страну, свой родной край. Я с 2016 года служу здесь, и мне здесь очень нравится. Поэтому сейчас в новом формировании, в новом полку. Люди разных национальностей, разных вероисповеданий, но мы никого не отделяем. Все работают дружно, все друг друга понимают. Подразделение оснащено самой современной и передовой техникой, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность в нашей стране. Халима Чахидова, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Проблему роста цен в священный месяц Рамадан обсудили на совещании в Грозном под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. По его словам, в республике будут приняты все меры по недопущению необоснованного подъема цен на потребительские товары. Он поручил соответствующим органам разобраться с этой проблемой. Подробности далее в материале. С приходом Рамадана в некоторых торговых точках республики искусственно завышают цены на различные товары. Этот вопрос был поднят лично главой региона на совещании в правительстве. Он поручил компетентным органам усилить мониторинг и взять под контроль стоимость необходимой в этот месяц продукции. يلا شين يالي عقية شورت ويدل شراحة ويندك دوّي كوي دل شينا وي ماشينش أبلات شوتيش تغميرش حالت بو حارج تدوش حقيقة دلقوي ويش ماشين دعيوش هو ديلوش تقوكل التياتر هيت زعداعين هيت مرضى حد يقوتشين دون ما حالن بيخن دون تسويز غايج حد سامو ما حال باقربات داق تندلون شاديك شو حاوند قيقن خصو عربة شاريك مصو مخشي خل بيز بول ما دعوت بيه اللي واقع ما يوقع عمد وده جعدو ده غلق صغلردو يوز صغلردو يح صغلردو إيمان صغلردو ده أوه ده دوش بس حانيا ده دوش بس شش ده دوش ما ده دوش ما لرب بيز ده حوسا ديز وين وجه تعودت مع دميات سندون. Правительство региона активно работает над тем, чтобы ценники в этот священный месяц не росли. Об этом говорит премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов. Уважаемый Рамзан Ахматович, правительством Чеченской Республики на постоянной основе принимаются меры по недопущению резких колебаний цен на товары первой необходимости. Все заинтересованные ведомства и органы местного самоуправления Чеченской Республики проинформированы о необходимости проведения работы, направленной на предотвращение резких скачков цен на продовольственные товары. Министерством промышленности и торговли Чеченской Республики совместно с органами местного самоуправления еженедельно проводится оперативный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в различных торговых объектах. Искусственное завышение цен в Рамадан идет вразрез справедливости и заботе о людях. А значит, этот процесс не имеет ничего благого с точки зрения религии, говорит муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. ويزغل والديل قين غير تنبيل بول شوالق ديل يرشنا عليه الصلاة والسلام يرى ناخخ باشقي خيتم بو يشني سويو ديل كما شوت يولا مهتقيق
بصوب دنيا عمود تيش بقويوش ما حلايبر سنة حكم شريعة هبوط يشال شيء قيوقي هين سنغلادوش عش مسيت تايبنا نهلي بر يقيدو أق تصدول شنو خاستك دي سرقدوسان شلو دول شنو شريعة حكم دو إفتش ليور أولش أق مسيت أورا حارمو يقيوش بوابويز سندير أدمنا زيدر سان بانش هورا نيشين شي أيدر باش قلترلو مسيرة ساعة قلترلو تعبيرغا شي версимат аж момент использовать шхыргу вож ак зиеда шхыру вож хастек дүйч шхыру мугадала хинс хагуштол сурт иза шадек хастдол чумант идианду сундера иза ак харамду исандол хумлиелдер харам умал елош адохштол рицана дал беркат дивдац ак халкан юқаха цу إماخ يخ ناخن محخل تعبس إماخ يخ وحبوق ساعة سخولي حال بوقش بيه سنديرة دقر ديوريس خلاله دال ديكنس بيقنبايل أخ جو يشتول أقبال خنتيدن بنا تانا نين خلقو ديوريس خيل إيدولشا بوقبال بوقير دال ديكنس بيقنبايل. С приходом весны важно сохранить чистоту и порядок во всех районах республики. Глава региона призвал граждан следить за своим жильем и придомовой территорией. Jos bästi joindon da doku erch khakh mashan sarvelch waiten kerch kuander del oqa ashbeshon aberdigench bosan haldos kerch laus bos nahi ke handlo ishe met annetaye khazir dahwati صوت يا مت جواكاي وكيل بوز أدمنسترات سن عاش إسبوزت دعبسند وقت لاتو مت يشاس شاسنس تقول لجروزنم حصان وقت الكيرش وعيتن صح سون سايتال ومش كشا وريتي الناتش شاويتي وريتلوش مت كشوي سند جلاوش عربول خز سبوتنيك شش ياغايش. В отношении владельцев заброшенных и неухоженных участков будут применены предусмотренные законом меры, подытожил глава региона. Ислам Мершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном прошло заседание правительства Чеченской Республики под председательством премьер-министра региона Магомеда Даудова. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств субъекта. Рассмотрели и приняли 45 проектов постановлений, которые направлены на социально-экономическое развитие республики. Сегодня проводим очередное заседание правительства Чеченской Республики. В повестке дня вопросы, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной деятельности, сельского хозяйства и социальной сферы Чеченской Республики. Кроме того, в повестке дня вопросы направлены на поддержку детей, погибших лиц, принимающих участие в специальной военной операции. В Грозном прошел финальный этап всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин. Организатором выступил проект Women in Islam по инициативе руководителя проекта Хутмат Кадыровой совместно с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. 23 участницы со всей России соревновались в знании священного Корана наизусть. О том, кто стал лучшим и как проходил конкурс, расскажет Хава Айдамирова. В эти минуты в Театре юного зрителя полным ходом идет регистрация участниц первого всероссийского конкурса чтецов Корана среди девушек. Участницы прибыли со всех уголков страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство в знании священного Корана. После отборочных туров, прошедших онлайн по всей России, в финал вышли 23 участницы. 10 из них представляют Чеченскую Республику. Остальные – различные регионы страны, такие как Новосибирская область, Татарстан, Самарская область, Дагестан и другие. Теперь они прибыли в Грозный, где им предстоит соревноваться за звание лучшего хафиза страны среди женщин. Приехала я из Новосибирска. Учу Коран уже на протяжении 2 лет. Очень волнительно, потому что очень сильные девочки все. Казанские устазы мне сказали, за 2 дня до отборочного тура я прошла этот отборочный тур казанский сначала, потом приехали. До конкурса я сделала все, что смогла, альхамдулилля, повторяла, а сейчас уже зависит все от Аллаха. За звание лучшей борется и юная жительница Грозного Марьям Арсунукаева. Для Марьям, которая изучает Коран с 8 лет, этот конкурс стал первым опытом участия в столь масштабном мероприятии. Очень волнительно,
Сагато. Уверена в своей силе? Ну да, уверена в себе. А победишь? Постараюсь. Финальный этап конкурса развернулся в здании Театра юного зрителя. Каждая участница демонстрировала свои исключительные знания священного Корана. Конкурсантки должны были наизусть прочитать суру, выбранную случайным образом. Особенно трогательной была история Фатимы Айгумовой из Ростовской области. Несмотря на диагноз атрофия зрительного нерва, поставленный ей с рождения, Фатима стала хафизом, изучая Коран по системе Брайля. Я выучила Коран с детства, когда я маленькая была. Когда маленькая была, выучила из Кур'ана. Потом 9 лет, когда мне было, я начала учить с Бакары. И начала учить от сура Мульк. И Калям, слушай, я учила эти суры по аудио. Оценивала участниц экспертное жюри, в состав которого вошли известные преподаватели Корана и обладательниц иджазы. Мне очень радостно, что именно Чеченская Республика стала площадкой для столь значимого всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин. Хочу выразить искреннюю благодарность Хутмат Кадыровой за поддержку и организацию этого мероприятия, предоставившего девушкам возможность продемонстрировать свои знания и мастерство. Надеюсь, такие конкурсы станут ежегодной традицией. После конкурсного дня для участниц организовали экскурсию по главным достопримечательностям республики. Гости посетили самую большую мечеть в Европе, гордость мусульман имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в городе Шали, мечеть сердца Чечни имени Аймани Кадыровой в Аргуне и величественную мечеть сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном. Эта мечеть очень похожа на голубую мечеть. Я как раз там была. Очень понравился. Вчера я пришла сюда на таравих. Очень понравилось чтение имама. И вообще ночью очень красиво выглядит эта мечеть. В доме торжеств Ирседе состоялся торжественный ифтар, где объявили имена победительниц. Мероприятие посетила инициатор конкурса, автор и руководитель проекта Women in Islam Хутмат Кадырова. Рамадан, месяц Корана, и чтобы подчеркнуть его величие, был запущен этот конкурс. Сегодня мы собрались здесь отпраздновать достижения наших учениц. Все они прошли долгий и тернистый путь. Я не понаслышке знаю, как много времени и усилий требуется, чтобы выучить Коран наизусть. Это умение нельзя оценить никакими материальными наградами. Я хочу подчеркнуть, что проигравших здесь нет и по определению быть не может. Каждая из вас – жемчужина нашей уммы. Ведь вы храните слова Всевышнего. Разве может быть победа выше этой? Мне бы искренне хотелось, чтобы такие девушки, как вы, стали примером для прекрасной половины нашей уммы. Чтобы маленькие девочки равнялись на вас и брали с вас пример. Надеюсь, наш конкурс поспособствует этому, и число хафизов будет расти. Хутмат Кадырова лично вручила дипломы всем участницам, выражая благодарность за их усердие и мастерство. Член жюри, руководитель Центра подготовки хафизов Корана имени Саиды Рукаи Республики Татарстан Елена Закирова в своей речи отметила высокий уровень подготовки всех участниц, подчеркнув, что выбор победителей был непростой задачей. Она поблагодарила организаторов за прекрасную возможность, предоставленную женщинам проявить свои знания священного Корана. Я думаю, что вчера не только я, но и все члены жюри и все участницы насладились. Субханаллах, было очень приятно. Девочки, нам было очень сложно оценивать, потому что вы показали действительно высокий уровень. Альхамдулилля. Хотелось бы сказать, что этот конкурс – это не просто соревнование. Это возможность приблизиться ко Всевышнему, возможность приблизиться к Корану и вдохновить других девушек к изучению священного Корана. После торжественных речей наступил самый волнительный момент – объявление победителей. 3-е место и сертификат на 300 тысяч рублей получила Зайнаб Дадарбекова из Саратовской области. 2-е место и сертификат на сумму 500 тысяч рублей присудили Маликовой Хадиже из Республики Татарстан.
Тадарбекова Зайнаб. Ваши аплодисменты. Просим ее на сцену. Во всероссийском конкурсе хафизов Корана среди женщин награждается... Очень, конечно, волнительно. Маликова Хадиджа. Маликова Хадиджа. Главный приз – сертификат на сумму 1 миллион рублей и звание победительницы всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин завоевала Шаира Ашурова из Татарстана. Заветный сертификат за первое место. 1 миллион рублей за первое место в конкурсе всероссийском хафизов Корана среди женщин. Итак, Ашурова Шаира. Ашурова Шаира. Даже не знаю, что сказать. В первую очередь воздаю хвалу Аллаху, что дал возможность поучаствовать и занимать место в этом конкурсе. А потом очень благодарна своим преподавателям, своей семье, всем, кто поддерживали меня на этом пути. И спасибо большое организаторам этого конкурса за то, что организовали для нас такой прекрасный запоминающийся праздник. Большое спасибо. Я все еще нахожусь под впечатлением. Нет, если честно, я ранее участвовала во всероссийских конкурсах и занимала 2-3 места. Это первый раз, что я занимаю первое место. И не ожидала, если честно. Денежные призы победителям вручили от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественный вечер завершился поздравлениями победительницам и памятными фотографиями. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Две новые мечети открылись в Чеченской Республике. Они расположились в Гудурмесе и селе Зандак Нашеюртовского района. Строительство профинансировал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Шамила Эрсанбиева. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. С чтения Корана выпускником школы хафизов в Гудурмесе открывают новую мечеть. Торжественное событие собрало жителей города и района. من أحب بلادي إلى الله مساجدنا أقل دالي جل متكشلون إشرا ماجد بوه وهردون تدوش ماجد بسمش الله دال تعي بيت كيول هون دال بيت كي دويلوينا كويتا ونارديل تدعدول شعدو هردين شنا هرد دقدين شنا هقداق من لاتشن ديل ريز خليل هرديك بوخبو ديل تدعديل هوك كبع بولش ناغن ديح سيبولاس برشين روز بيحكي شين لامز دا. Почетным гостем стал советник главы Чеченской Республики муфтий Салах Хаджи Межиев. Он рассказал, что мечеть – это то место, куда не сходит милость Всевышнего. ديل خصوم حيلو شمت عدوي ديل قيتم تبيل شمت عدوي ديل شقيتم دائما خات بش تبيل بول وين شقيتم وين نعمة شقدق نعمة شدو وين ما قع إيرا شو الممسرش حديل شو المجدكش شو هذا شو العبادة حيل شو الحجرش إذا ديل قيتم بويز ديل يوخ كما شو يوز ديل دين ديك دويزة خاستم جوابا بيش болбу ша хул шумадат. Новая святыня названа в честь Асламбека Саидова. Она построена региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и вмещает 550 верующих.
سانخينا صدقي مسح شعالها هرتي بومش هرتي ماجك شع هرتي بخز شوش مشكع وعمل يريتي تيش جو خل درتون هو سوسا نرش تيش دلاها دلغازة قابل دويلتون أعمد حاجة وزبلغ تيش شور وزبلغ شاتيش ريتر سوهرنيق وها بلير سنت هور شرح هور كيرنا هور بطح هرسن يلخز وسمش عبادة ده شو لامز ده إشت مدرسة علم عامو قوي Сделав дуа, верующие зашли в мечеть на пятничную молитву. Она прошла под руководством муфтия. А после жителям раздали мешки с рисом, сахаром и свежее мясо. Всего в Чеченской Республике теперь 1506 мечетей. Еще более 100 находятся на этапе строительства. Еще одну мечеть в этот день открыли в селе Зандак Ножеюртовского района. Она также построена региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и вмещает 2500 молящихся. После совершения пятничной молитвы в мечети прочитали мавлид. Шамиль Арсанбиев, Ломали Мусаев, Юсуп Ижиев, Адам Арсунукаев и Асхаб Керимов. Неделя. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи прошла встреча студентов с известными исламскими учеными шейхом Анасом Аш-Шарфави и шейхом Мухаммад Сууд Аль-Джидхи. На мероприятии также присутствовали советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и ректор университета Абдурахим Мутушев. شيخ أنس حاستغ ومحاضرة يش قوشان وين قوشورت بركة حادلر ديها وشوال الشيخ يوزيت الوردوينة شيخ محمد سعود الجدحي اليمني يمن مخكروه تان إندونيسيا دحيوخشو جيم شهدون ده حبيب عمر مدرسة تحسيقا حلقي آو يمنح شنقيتح موريتانح وتشين محكا أقر بقيج كورت علم ناخيرة علم نش حياتسه علم نش دحيوخشه أقا وق علما جوزان شاء ولوشه أقا متفنن إردقوي دوقو علم نشكاحا специалист ولوش. Студентам РИО раздали книги под названием «Обвинение тех, кто произнес два свидетельства в неверии». Ее автор – современный ученый-исследователь Шариф Хатим Аль-Ауни, который активно противодействует ваххабистской идеологии. В книге говорится о правилах обвинения в неверии и опасности необоснованного такфира. تغن ويونيفرسيتي ليرم شيحاش بأنا خز بايدني حيخم بيل سارشما أو دقة بايدنش إيسيرسنجر دوري صوت سارشنا دل بيكنس بيقم بويلا. В Грозном прошла встреча советника главы Чеченской Республики муфтия региона Салаха Хаджи Межиева со студентами ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие было посвящено священному месяцу Рамадан и его значению в жизни мусульман. Богослов подчеркнул, что этот месяц является не только временем воздержания от пищи и питья, но и периодом усердия в поклонении, совершении благих деяний и помощи ближним. В ходе встречи муфти также ответил на вопросы студентов, касающихся как поста, так и других аспектов религии. يا شهر رمضان متقاضي قبيق وشبوع الله دالي الشنو عليه الصلاة والسلام حلغر داقة دالة قيتم تبيل خوش شلا دول داق دال جشتش خوزلا دول داقة جيرنا تسأل حلغي تشأ وصيبنا دالة شي شقيوش بول قيتم تبيل خوش بول بوتبوير وبتشعها دالة بارخي يلسموني نعش حيلين لا توشو ورخي جيرنا نعد عقلين لا توشو أغبطش عدالة ويداش توشلوت حديكا إزروز دال صودوخشلوت سا إزروز دال صودوخشلوت إجريك إزغا قي صوداقا جرغا دوالله. В селе Радужное состоялся коллективный ифтар, организованный региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Около 200 человек собрались на совместную трапезу, а нуждающимся раздали пакеты с мясом и продуктами. В рамках мероприятия также прочитали мавлид и зикр. Подробнее в сюжете. Атмосфера единства и сплоченности царит на коллективном ифтаре, собравшем жителей села Радужное. После разговения совершили вечерний намаз, затем приступили к трапезе, где главным угощением стали блюда национальной кухни.
أو مرحبا تديخن دول ساق قيش هنا ديخن شولا دزدو تاخ مرحبا تاخ دزل وين غوشتو تانسقي مار داستيتر تاخ أوت مار داستيتين شون خيل شو اليال خيجو إلاق مار داستيتين شون تون يلا هم يجد سيش دامو لها إشتاخ تبع أخ بعسف حقيقنا مار داست نخبو بوكلا. Также для нуждающихся жителей подготовили большое количество пакетов, включающих мясо и другие необходимые продукты. После трапезы собравшиеся прочитали мавлид и совершили зикр. Затем верующие сделали дуа, прося Всевышнего прощения и милости для всего чеченского народа. Мероприятие организовано по инициативе регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава администрации Грозненского района Ильяс Налаев выразил признательность главе региона за организацию и проведение мавлида и зикра в селе в честь Рамадана. Грозненский муниципальный район, президент Ахмад Ажнал Газват Обал Дуэльцун, Цунцерхил фонду Док Сааду, Такка Война районер Моссуерчкер, Олшкет Бехкан, Шиба Герг. ويبصل بيجربوا الله تيوقش أقا وين سيسر دين سوي فوندي دايتن فينانسوي ساعدوا أسرة نجدايش سيميشن أقا كيتشينا продуктовый набор شيو سيلا والله وبيش مرحبا تعقوبة ساعدوا لي ويبتشي. Жители села также выразили благодарность главе республики Рамзану Хаджи Кадырову за возможность разделить радость священного месяца Рамадан и за щедрую помощь нуждающимся. دعيو جيجك دو продуктов набор شو حي دعيو شوي ويبتشي الله دال ساعة شو بيش مرحبا تا. В завершении вечера нуждающимся раздали продуктовые наборы. Хава Ахмадова, Юсуп Эджиев, Аслан Висхаев. Неделя. В Грозном состоялся республиканский пленэр «Рамадан Мубарак» в честь священного месяца Рамадан. Организатором выступило Министерство Чеченской Республики по туризму. Профессиональные художники и любители изобразили чеченские святыни и городские пейзажи. Сюжет Хавы Айдамировой. Весна – прекрасное время для создания творчества на свежем воздухе. Сегодня на центральной площади столицы проходит первый весенний пленэр «Рамадан Мубарак», открывая сезон создания живописных полотен на природе. Мероприятие собрало вместе как опытных, так и начинающих художников. В пленэре приняли участие учащиеся художественных школ и вузов, профессиональные живописцы и любители искусства, желающие запечатлеть красоту города в священный месяц. Мы собрались для того, чтобы в этот священный месяц передать дух Рамадана, так сказать, и дать возможность нашим художникам передать красоту нашего города в этот священный период для нас. И также чтобы люди увидели всю красоту и значимость этого месяца для нашего народа. Многие участники вдохновились величием мечети сердца Чечни, расположенной в центре города. Художники, стоя с мольбертами перед этим архитектурным шедевром, старались передать его мощь и великолепие. Я сюда шла, даже представления не имела, что я буду писать, потому что вот такие вот, такие пространства меня не вдохновляют. Мне нужна там какая-то стихия, тогда вот у меня получаются картины. Я боялась, что у меня ничего не получится. Но я увидела мечеть, она такая красивая, и она меня вдохновила. Чтобы больше передать этот смысл праздника нашего, точнее мусульманского праздника Рамадан, я решила нарисовать мечеть, нашу центральную мечеть. И тут очень красивые у нас есть украшения на улице, и нарисовать их. Погруженная в свои мысли, среди других художников сосредоточенно работала Наима. Она писала не пейзаж, а воспоминания, самое яркое, связанное с празднованием Рамадана в детстве. Что вообще дало мне такую идею к этой работе? Наверное, это один из самых запоминающихся моментов из детства каждого, когда ты собираешься с друзьями, собираешь сладости. И, пожалуй, я скучаю по этому времени, очень хотелось бы вернуться в него. После завершения пленэра через неделю состоится конкурс, в рамках которого будут определены лучшие работы. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. Хава Айдамирова, Юсуп Эджиев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялся отборочный этап образовательного проекта «Лаборатория будущего». Он направлен на формирование позитивного образа будущего СКФО и укрепление общероссийской идентичности. В рамках проекта будут обсуждать ключевые аспекты развития региона и разрабатывать собственные социальные инициативы. Кто-то из вас занимался до этого социальным проектированием? Ага, есть такие, да? А из тех, кто поднял руки, кто-то реализовал и довел до конца проект, получив нужный продукт? Есть такие, да? Хорошо. Отлично, отлично. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.